Добрый вечер, дорогие друзья. Всех позвольте еще раз поздравить с прошедшим вчера праздником Великой Победы. Сегодня 10 мая, на часах в Якутске 19:08, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, в прямом эфире мы рады будем принять ваши звонки. Номер телефона вы видите на своих экранах 35 33 10. Сегодня у нас в гостях вице-президент Нотариальной палаты Республики Саха-Якутия Татьяна Позднякова. Татьяна Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Есть такая шутка: плох тот нотариус, который не мечтает им остаться. Разделяете? Ну да, разделяю. Хорошо. Приступаем уже к серьезным вопросам. 26 апреля этого года президент России подписал указ о Дне нотариата. В указе два пункта: установить День нотариата и отмечать его 26 апреля. И второй, настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Почему именно эта дата? Вы знаете, еще 13 лет назад наше сообщество стало отмечать День нотариата 27 апреля. Это стали отмечать мы в связи с тем, что Александр II положение о нотариальной части, которое как бы зародило нотариат, подписал 14 апреля по старому стилю 1866 года. А сейчас, когда, видимо, посчитали правильно эту дату, и Владимир Владимирович подписал этот День нотариата 26 апреля. И теперь мы стали праздновать 26 апреля День нотариата. 150 лет отечественному нотариату. Это повод нам встретиться с вами. А до положения о нотариальной части кто выполнял функции нотариуса? Вы знаете, вообще нотариус переводится писарь. И были писари, подьячие, которые на площадях составляли различные бумаги, которые потом регистрировались в крепостных книгах, скреплялись печатью. И потом это перенесли в различные присутственные места, где стали уже записывать все документы, допустим, в крепостной книге писались те сделки, которые связаны с отчуждением недвижимости. Упрощенная форма была, когда завещания или залоги писались. Потом, значит, в суды перенесли, суды стали отвечать за это. А потом позднее, в 1866 году, тоже это было, ну, возле как бы судов, эти люди, которые, было подписано положение о нотариальной части. Практически это был закон о нотариате. Там были прописаны положения, и кто может быть нотариусом, и какие функции выполнять. Вот то ранее действующее положение о нотариальной части и ныне действующее законодательство, они имеют ли какую-то преемственность, общие черты? Вы знаете, да, имеют. И я считаю, что вот наши предки были вот такие, ну, умные люди. Они практически вот в этом положении о нотариальной части предусмотрели все. Они предусмотрели и кто может быть нотариусом. Сейчас уже буду говорить нотариусом. Да. Значит, как он должен, человек, сдать экзамены, чтобы стать нотариусом. Для того, чтобы стать нотариусом, должен человек был внести залог, что если он что-то сделает неправильно, из этого залога возмещается ущерб. Если залога не хватает, он за время работы должен вносить этот залог. А если этот залог останется, когда он увольняется с должности, то этот залог возвращается родственникам или по наследству. Вы знаете, сейчас тоже в законе предусмотрено, чтобы деятельность нотариуса была застрахована. То есть нотариальная палата страхует нас коллективно, не меньше, чем на 500 тысяч каждого. Плюс каждый нотариус страхует свою деятельность на 5 миллионов. И в настоящее время нотариальная палата, федеральная уже, создала свой фонд, компенсационный фонд, который называется. И тоже, если этих средств не хватает, то отвечают вот эти из компенсационного фонда, тоже производят доплату. И много другого. Допустим, раньше был округ, что нотариус только в определенном округе. Мы сейчас тоже работаем в определенном округе. Но если человек
приехал, допустим, из другого района и желает нотариуса в городе что-то совершить, то это тоже законом не запрещено, и мы совершаем это. А если говорить о нотариальных действиях, они поменялись? У нас 30 секунд до рекламы. Нет, нотариальные действия, они, вы знаете, увеличиваются с каждым Увеличиваются. годом, да, и законом постоянно вводятся какие-то новые нотариальные действия, о которых можно поговорить. У нас перерыв на рекламу, после которого мы вернемся в студию и продолжим разговор о работе нотариуса. Мы вновь в эфире, и я напоминаю, что у нас в гостях вице-президент Нотариальной палаты Республики Саха-Якутия, нотариус Татьяна Александровна Позднякова. Пока была реклама, к нам поступил телефонный звонок. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и ваш вопрос, гости. Да, у меня вопрос я по другому хочу, Александр. Пожалуйста. Да, добрый день. Вас всех поздравляю с города Нербы, Валерий Михайлович, сын знаменитого адвоката Михайлова Николая Стратовича. Татьяна Александровна мне в одном деле помогла. Вот я ей благодарен, потому что мы должны нотариуса уважать, потому что нотариальная контора очень интересна, заводом, у него большой завод, вот я Татьяна Александровна хочу долгих лет и благ, и потому что юридический помощь всегда нужно любому гражданину нашей республики процветающей. Спасибо вам. Спасибо. За теплые Спасибо. слова. Продолжим, Татьяна Александровна. Давайте уже поговорим о современном законодательстве. И оно изменяется, оно не догма, да, вот, оно не постоянно. Уведомление о залоге движимого имущества. Что это такое, в чем его важность? Вы знаете, вот за последнее время вот нотариальные действия появляются новые. И сказать, если вот коротко, то за 3 последних года каждый декабрь Владимир Владимирович Путин подписывал закон, который вносил изменения в законодательство о нотариате. В частности, вот в 2013 году как раз у нас были большие изменения в законодательство и ввели новое нотариальное действие, как регистрация уведомлений о залоге движимого имущества. Движимое имущество – это транспорт, Да. это может техника быть какая-то, ну, компьютерная, любая, товары в обороте. И когда человек продавал, допустим, машину, и покупатель у нас покупал и не знал, в залоге эта машина. Возможно, этот человек у кого-то взял займ и отдал в залог эту машину. Даже в тот же банк. Это нигде не регистрировалось. С введением новых нотариальных действий теперь все банки и даже могут физические лица, которые дают займ или банки кредит, могут в залог брать транспорт, технику, товары в обороте. И в нотариусу направлять уведомление о том, чтобы мы это уведомление о залоге движимого имущества зарегистрировали. Существует одна центральная база. Когда нам поступает это уведомление, или подает залогодатель, или залогодержатель сам, значит, мы обязаны незамедлительно внести это в центральную базу. Выдается свидетельство. И он этому человеку отдает, ну, получает свидетельство человек, который залогодержателем держит эту машину в залоге. Значит, покупает гражданин машину, приходит к нам. Есть такое нотариальное действие, как получение выписки. То есть в любой точке России, в любой, вы можете зайти к любому нотариусу и Вот я сказать... хотел об этом сказать, что нотариат в передовиках. Теперь, да. У нас у всех нотариусов есть электронно-цифровая подпись, мы незамедлительно все это вносим. И вот даже вы решили купить машину в Москве, но не знаете, не к кому обратиться, посмотреть, а может вас обманывает и машина в залоге. Вы можете зайти к любому нотариусу, сказать данные машины, и вам нотариус тут же выдаст, в залоге эта машина или нет. Поэтому это сейчас как бы оградило продавцов и покупателей от мошенников. И теперь
Не может такого быть, что человек купил машину, добросовестно приобрел, а его вместе с должником, который ему продал машину, ставят отвечать по долгам перед кем-то. И все-таки, Татьяна Александровна, все-таки, наверное, в основном наших сограждан интересуют сделки, связанные с недвижимостью, с куплей-продажей, с какими-то еще вопросами. Что в этом нового в законодательстве? Ой, в этом очень много нового. Я хочу этом вам сказать, направлении, что вот нотариат, занимающийся частной практикой, был создан, у нас подписан закон в 1993 году. И в Якутии мы тоже сразу же начали работать. Значит, в 1994 году уже была нотариальная палата Республики Саха-Якутия. И в 1998 году сделки мы не стали делать, потому что создали регистрационную палату, и сделки у нотариусов потихонечку Да. отошли, нужно сразу регистрировать. Вот сейчас постепенно началось возвращение этих сделок нотариусам. К нотариусам. К нотариусам, да. Вот закон 391, который был подписан аж 29 декабря 2015 года, вернул ряд сделок. Во-первых, я думаю, что это постепенное возвращение. Начали сделки с недвижимостью, которая принадлежит несовершеннолетним, ограниченно дееспособным, обязательно требует нотариального удостоверения. Если продают долю в квартире, вы все знаете, что продажа доли, ведь доля бывает не только 1/2, доля бывает и 1/100, и 1/50, Да. и очень, особенно когда наследство оформляется. И раньше, чтобы вот квартирное рейдерство, наверное, у нас-то в Якутии не распространено, а вот по телевидению в центральных районах часто покупают, долями покупают и людей выселяют, кто на самом деле наследники. Теперь вот эта продажа доли в квартире, особенно постороннему лицу, требует обязательного нотариального удостоверения. И перед тем, как купить какую-то долю, должен продавец доли предупредить всех остальных участников, что он продает и за какую цену он продает. И преимущественное право Да, я покупки понял. Да, я имеет понял. вот этот... У нас, Татьяна Александровна, у нас звонок, давайте его примем. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. И ваш вопрос гости. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это вопрос к Татьяне Александровне. Меня зовут Евгений, я с города Якутска. Очень приятно. У меня, вот я слышал, так говорили о машинах, что, как получается, машину купить, ну не купить, вернее, какую-то машину, чтобы на мошенничество не попасть. Так вот, а ГАИ какую-то ответственность несут за то, что, допустим, вот переоформлялась машина 2 раза, номера меняли. И вдруг в ГАИ говорят, что эта машина на 3-й раз. При том, что машина уже, допустим, 5 лет, по-моему, ездит, или даже больше. Говорят, что эта машина под номерами уже... Вот да. И как Да, то есть- оказывается, она там где-то... Ну, Спасибо вам за вопрос. Я хочу Спасибо. вас предупредить, что ГАИ ответственности за это не несет. Потому что когда-то стал вопрос о том, чтобы, если продают машины, и залог регистрировали в ГАИ. Но вы понимаете, эта функция совсем не работников ГАИ. Это еще раз говорит о том, что нужно возвращаться к удостоверению сделок нотариально, потому что, вы знаете, сделка купля-продажа автомашины в простой письменной форме – это на простом листочке напечатают, черканут, подпись непонятна и идут регистрировать. В связи с тем, что в законе написано, что сделка может быть в простой письменной форме, поэтому ГАИ вам и регистрируют. А на самом деле иногда оказывается, что у человека, продавца и покупателя, и почерк-то не его, а документы есть доверенность. Вы же сейчас знаете, что если включены в страховку, то ездят вообще без всяких документов и без доверенностей. Да. Давайте еще примем один звонок. Будьте добры, представьтесь, вы в эфире, из какого вы города, и ваш вопрос гости. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Ага. У меня такой вопрос. Здравствуйте. Ага. Вот сейчас вот продают, да, квартиры. Вот, в регистрационной палате, да, вот договор купли-продажу делают, все, деньги отдают, расписку дают, и вот на следующий день они отзывают, это законно или незаконно. Вот.
вот, очень много случаев мошенничества. Вопрос понятен? Татьяна Вопрос Александровна? понятен. Спасибо за вопрос. Но я хочу вам сказать, что если только подписан договор, даже если он подписан в простой письменной форме, отозвать односторонне практически невозможно. Сделку можно по соглашению расторгнуть, а если сторона вторая не согласна, то только в судебном порядке. Спасибо. Мне кажется, ответ прозвучал. Права супругов. Как? Вы знаете, права супругов я имею в виду вот в этой ситуации, когда супруги делят раздел имущества. Имущество, Да. Была статья 38 Семейного кодекса, где раздел имущества супругов в простой письменной форме. Значит, составят договор в простой письменной форме, а кто из супругов имеет больший доход или еще что-то, ущемлялись права. Потом, в последнее время у нас не все сделки требуют государственной регистрации, и даже по продаже недвижимости сама сделка не требует государственной регистрации, требует регистрации права. Так вот, сейчас прямо записали в статью, что согласие супруги обязательно, если сделка требует государственной регистрации, есть такие сделки, если требует регистрации права, или сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Это про согласие супругов, что теперь без согласия супруги практически никакие сделки, ничего не сделаешь. И также теперь соглашение о разделе имущества, нажитого супругами, тоже требует обязательного нотариального удостоверения. Понятно. Татьяна Александровна, немного времени остается у нас в эфире. Очень многих волнует вопрос о тарифах. Сделок с недвижимостью, да. Вот расскажите об этом. Что у нас в республике, что на территории республики Значит, Саха? последнее время нотариусы нашей республики работают по тарифам, которые предусмотрены основами статьей 22 со значком 1. Значит, и вот эти тарифы стали у нас намного меньше, чем были раньше. Вот если родственникам, допустим, сделка 5 миллионов, может обойтись всего в 13 тысяч, а раньше было 50 тысяч. Постороннему лицу там 15 тысяч. Если сделка требует обязательного нотариального удостоверения, мы работаем по налоговому кодексу. Там прямо написано, допустим, в пределах 20 тысяч, более 20 тысяч нельзя. Но в настоящее время 7 апреля. Татьяна Александровна, все, уже времени нет. Значит, и у нас тарифы в Якутске относительно ниже. Сейчас пришли тарифы, которые рекомендует палата, там намного больше. Завершаем. Напоминаю, что в гостях у нас была вице-президент Нотариальной палаты Республики Саха-Якутия Татьяна Александровна Позднякова. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.